Вот первая встреча. Дорогие друзья, всех приветствую. К нам в гости приехали с самой Якутии. Это Прокопий и его жена Сахаян. Они у нас первые владельцы нашего легендарного братиша, который постоянно пытается меня съесть. Дай я тебе, дай мне. Ты что такой дерзкий? Вот сейчас они приехали, да, вот посмотреть, что у нас здесь вообще происходит в парке. И, естественно, посмотреть на своего питомца, который у них жил, с которым они провели почти 5 месяцев, да. Ну, он маленький, 4, получается, 5 он к нам где-то... 4-5 месяцев, да, как отправляли, как это все делали. Вот, знакомьтесь, как раз Прокопий и Сахаян. Прокопий, как вообще ощущения? Вот сейчас вы приехали, такой долгий путь проделали, и сейчас вот мы будем к братишу подходить. Как вообще думаете, какая реакция будет? Я смотрел в YouTube, время от времени смотрю, и вижу там, он намного вырос, уже большой, да. Волк, матерый, наверное. 5 лет ему, да, вот да. Будет, уже исполнилось в мае, получается, 5 лет. Ну, наверное, он даже меня не узнает, нас не узнает. А может и узнает, сейчас посмотрим, да, как раз пойдемте, подойдем к его вольеру. Вот у нас сразу вот его вольер. Пойдемте вместе сейчас пройдемся. У меня тут доченька, как этот мой липучка со мной. Пойдем. Сейчас поближе. Я без очков, сейчас зрение у меня. Давайте, знаете, как сделаем? Вы сами сейчас поближе подойдете, а я не буду подходить, потому что он на меня охотится и все время меня сожрать хочет. Это и лежит аймекона. Это не братиш. Вы прям говорите, братиш, чтобы он вас... Вот первая встреча. Сейчас посмотрим. Слушайте, ну хвост поднял. И вроде бы смешаны у него чувства. И подскуливает, как будто. Это он подскуливает? Сейчас подойдем ближе. Он, видите, на меня охотится. Сейчас давайте подождем, пусть он немножко к вам это. Вот такая первая встреча. Пока в доминантном он положении, хвост, видите, поднял, он доминирует. Кому? Ну, к девушкам он еще может расположиться, но его никто... У нас волонтеры, девчата с ним, но они с ним с детства, поэтому он к ним нормально. Но заходить к нему никто не заходит. Вот видите, серая вот эта аймекона, у нее хвост вниз, она к вам расположена. Но это он, видите, подскуливает, он узнал вас. Узнал, 100%. Просто он, знаете, он вырос, он большой дядька, ему он уже не тот щенок, который, знаете, ластиться хочет. Он здесь вожак, поэтому ему как бы показывать свою слабость, тем более при мне. Вот видите, у него хвост чуть-чуть вниз начинает отпускаться. К вам в расположение идет. Он из-за меня не хочет показывать вот эту вот. Да, он к вам это. Как он смотрит на вас-то. Я его загружал в машину, такси, в ящике упаковали. Он как узнал, что я прощаюсь с ним, он залаял, как собака. Ничего себе. Очень громко. А таксист спрашивает,
это что за собака? Я ему говорю, да, не знаю, какая-то порода. Слушайте, ну, он, кстати, когда много скоплений, он к вам, смотрите, хвост вниз отпускает. Это его сын. Гибрид в первом поколении, да. Не-не, это его будет будущая жена, якутская волчица. Он тот сын, да. Сейчас лето, а видите, волки лезут. Шерсти нет такой у них. Он охраняет мясо, кусок там. Лайка, да? Ну, с Воландом помешан. Там 60% где-то волка. Тогда отец-то деда ничего не стал, да? Нет, дедом еще. Вот должен был стать, у нас не потекла, он должен был. Скоро станет дедом. Скоро дедом станет. Сколько лет прошло? 5 лет ровно. 5 лет, да, как вы его отправили. Вот осенью будет 5 лет, как вы с ним расстались. Быстро время летит, да? Он к вам ластится, он к вам прям расположен. И видите, звуки издает, что он вас вспомнил. Видите, он там. Я немного отошел, потому что он возмущается, братиш. Ему не нравится, что я рядом стою. Но Прокопия и жену он узнал. Он узнал, и хвост у него бывает вот посередине вот так машет, не вверху, а вот посередине, вот, видите, он хочет прям. Сейчас Прокопий еще протянет ему руку. Вот он дает, да, себя погладить, смотрите. Узнал он. Узнал, скажи, да, Прокопия? Вот что за кадры вообще? Вот братишка. Ой, братишка, узнал своего хозяина первого. Вот он, детская вот эта вот любовь у них. Видите, вниз как это. А ему все подчиняется тут в этом вольере. Сейчас он еще, он просто слабость не хочет давать, показывать свою. Вот так. Вот так вот. Ох, волчара. Ну, пишите комментарии, дорогие друзья. Что по этому поводу вы вообще думаете? Это, конечно, вообще, посмотрите, как он, котенок, ластится. Прокопию. Хорошие кадры получилось. Я почему-то так и думал, что так и будет. Чуть-чуть со временем, конечно, но вот он узнал его, и чтобы вот так чужому человеку, чтобы кто-то его подошел погладить, это уже невозможно. А вот спустя 5 лет, смотрите, что он делает. Дает себя погладить. Он с ними и находился. Жил 4 месяца, считайте. Вот так вот. Дорогие друзья, больше у нас всего это информации в телеграм-канале, так что переходите, подписывайтесь, будем всем рады. И также будет у нас розыгрыш на лакшери 100 тысяч рублей, на Black Canadian 10 тысяч рублей. Вот теперь с Багирой у нас, с дочкой Акелы. Кадры. Да, таким же был. Но это вот соски, мы выкармливали ее. Ну, чтобы вы понимали, размеры тайфуна у нас. Это у нас
Арктический Воланд. Вот Луйка с ним. И вот он у нас. Он самый высокий, наверное, в парке. Это вот Тайфун. Папа у него Кольт, он лежит. Арктический волк. Мама Тайга.